Здоровье Иззата ОМОНа под угрозой. Козлы отпущения нашли виновных в завышении цен на авиабилеты. Туркменистан. Очередное назначение сына президента. Родные и близкие таджикского правозащитника Иззата ОМОНа, находящегося в заключении в Душанбе, сообщили об ухудшении его здоровья. Сын правозащитника Мухаммад Юсуф Холов в беседе с радио Азади сказал, что его отец недавно перенес коронавирус, в ходе которого был госпитализирован в одну из больниц города Москвы. После выписки еще не успел пройти восстановительный период. Ранее 30 марта Мухаммад Юсуф Холов после встречи с отцом в одном из столичных ИВС заявил журналистам, что представители МВД Таджикистана обещают освободить его отца после того, как он возместит якобы нанесенный им материальный ущерб. С того момента прошло более 10 дней, и Иззат ОМОН все еще находится в заключении. Напомним, что первые сообщения о пропаже Иззата ОМОНа в Москве появились в соцсетях 25 марта. 26 марта МВД Таджикистана опубликовала на своем сайте информацию о том, что правозащитник находится в розыске по обвинению в мошенничестве. 27 марта таджикские правоохранители сообщили о задержании Иззата ОМОНа в аэропорту города Душанбе. Это вызвало бурю возмущения и негодования как среди граждан, находящихся в трудовой миграции, так и внутри страны. Люди начали публиковать видеообращения с требованиями немедленно освободить Иззата ОМОНа. В ответ режим Рахмона запустил в социальных сетях своеобразный ответный флешмоб с видеообращениями людей, обвиняющих Иззата ОМОНа в различных преступлениях. Журналисты сразу же обратили внимание на постановочный характер данных видеозаписей. Наблюдатели отмечают, что таджикский режим не ожидал такой гневной реакции народа, вступившегося за правозащитника, ведь это уже далеко не первый случай, когда политические активисты или критики режима пропадают в России, оказавшись впоследствии в таджикской тюрьме. Однако доселе такой реакции со стороны общества еще не было. Редакции Хабархо стало известно от источника, близкого к таджикским силовикам, что за последние 2-3 месяца правоохранительные органы занимаются в стране своего рода охотой на ведьм. Более 1000 человек, среди которых в основном молодые люди с оппозиционными настроениями, пострадали от действий сотрудников МВД и ГКНБ. Людей, не согласных с действующим режимом, вызывают либо насильно доставляют в учреждения вышеупомянутых структур, устраивают им допрос с грубыми нарушениями процессуальных норм, просматривают данные их смартфонов, угрожают им уголовной ответственностью, в некоторых случаях избивают, а также вымогают деньги у их родных взамен на освобождение. Пресс-центр ОМВД Таджикистана по городу Душанбе сообщает о задержании по подозрению в мошенничестве кассира одной из авиакасс и так называемого посредника. Задержанные, по словам ведомства, искусственно завышали цены на авиабилеты на рейсы в Россию. По вышеназванному факту задержаны дважды ранее судимый 56-летний житель города Вахдата Нуриддин Шарипов и кассир авиакассы компании «Зуртур» 31-летняя Кадирова, говорится в сообщении. Правоохранители также сообщили, что искусственно завышенные цены на авиабилеты стали причиной возмущения граждан. Напомним, что ранее цены на авиабилеты в Россию возмутили жителей Таджикистана, собравшихся в очереди за приобретением билетов у одной из столичных авиакасс. Несмотря на то, что таджикское правительство объявило о стоимости билетов до Москвы официально и пообещало, что цены не превысят установленную цену в районе 4500–4500 самани. Люди, стоявшие в очереди, высказывали свое негодование и возмущение ценами на авиабилеты и тем, что правительство в очередной раз не сдержало свое обещание. Ни для кого в Таджикистане не является секретом, что рынок авиаперевозок в стране контролирует семья президента, а именно его дочь Тахмина Рахмон. Радио Азади опубликовало журналистское расследование, касающееся этой темы, где собрало все факты, указывающие на то, что дочь президента и ее муж Зарифбек Давлатов полностью контролируют продажу авиабилетов в Таджикистане посредством компании Агентства воздушных сообщений, владельцами которой они являются, так как только эта компания имеет право на продажу авиабилетов на территории страны.
По мнению наблюдателей, на местах задержанные являются лишь козлами отпущения, чтобы отвести народный гнев от семьи президента. На заседании Кабмина Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов принял решение назначить сопредседателем межправительственных туркмено-российской и туркмено-японской структур с туркменской стороны вице-премьера Сердара Бердымухамедова, освободив от этих должностей Мередова, сообщает Госинформагентство ТДХ. Это будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества с Россией и Японией и проведению более конкретной и эффективной работы, заявил президент. Напомним, что Сердар Бердымухамедов вместе с Рашидом Мередовым принимал участие в официальном визите туркменской делегации в Россию. Во время визита, который проходил с 30 марта по 2 апреля, Бердымухамедов встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным и зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, а также участвовал в заседании министров иностранных дел с участием главы МИД России Сергеем Лавровым. На сегодняшний день Сердар Бердымухамедов, кроме своей новой должности, одновременно является вице-премьером, отвечающим за внедрение цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, главой Ахалского вилаята, членом Совета Безопасности, председателем Высшей контрольной палаты и главой Международной ассоциации «Туркменские алабаи». Сердар Бердымухамедов belirlep, onu Senat, Kuruluş Öğrenmişleri, Ministri vazifesinden. Эксперты отмечают, что аналогичную практику подготовки своих отпрысков к будущему президентству используют и другие среднеазиатские диктаторы. Президент Рахмон готовит своего сына Рустами Мамали к передаче власти уже длительное время, назначая его на высшие должности в государственном аппарате, которые играют координирующую роль в разработке